Армысыздар, құрметті достар, бұл не құрылтай YouTube арнасы сіздермен бірге мен Гази Сабишев. Біздің қонағымызда бүгін Канат Тасибеков, тілтанушы. Біз бүгінгі сұхбатты орысша жасаймыз, өйткені қазақ тілділер қазақша сөйлеуге біледі, орыс тілділер білмейді, сондықтан орысша жүргіземіз. Канат Галымович, у меня первый вопрос к вам, и я вот уже сказал, что это интервью мы проведем на русском языке, потому что оно об изучении казахского, то есть оно для тех, кто его еще не знает, да? Правда ли, что, ну вы известный преподаватель казахского языка, правда ли, что ваш первый язык, мы не будем говорить родной, да, а первый язык это русский? Я біріншіден елеп шақырғаныңызға рахмет. Бәрі көрермендерге де сәлем бердім. Дұғай сәлем. Ғазиз, енді сұрағыңызға жауап әрине, енді бірінші тіл туған тіл емес, енді шынымен бірінші тіл орыс тілі болып шықты. Менің тілім орыс болып шықты. Шынды айтқанда, мы же по-русски, да? Да. Ну, если вам удобно казахша, ну, вообще, да, мы по-русски, потому что мы для тех... Да, но я не какой-то, я вот, в общем-то, везде как бы прозвучало, на самом деле это так, что я начал учить язык казахский после 50 лет, после того, как мне 50 лет уже исполнилось. Вот. Но когда вот возникает вопрос, как это так получилось, что до 50 лет как бы я не знал языка. Вот. Ну, здесь, конечно, если как бы реплика в сторону, нельзя сказать, чтобы я совсем не знал. Вот. Ну, такие какие-то абсолютно обыденные вещи только я мог как бы говорить и так далее. Вот. Но я просто хотел сказать, что я не какое-то там исключение вообще из общего правила и так далее. То есть таких, как я, и сейчас не то чтобы даже сотни, даже не тысячи, миллионы. А может даже миллионы, даже может миллионы. Да, сам как-то Ельбасы сказал в одной из своих речей, что половина казахов не владеет казахским языком. Вот, поэтому, обычная судьба мальчишки из северного Казахстана, Целиноградской области, вот я родился, Алексеевский район, город Алексеевка он назывался, вот, единственный казах в классе, классическая, как бы, это, и, естественно, я 6-й ребенок в семье из 7 детей, вот, все мои старшие братья и сестры, они все учились на русском языке, вот, то есть, как бы я был свидетель, как они готовили там занятия, все эти учебники, они разговаривали на русском дома. Родители тоже как бы говорили с детьми на русском, и поэтому я вот научился сам где-то лет в 5 читать, наверное, но это у меня была там русская азбука, которая как-то сохранилась, и потом я сам начал читать на русском, и на казахском я никогда вообще ничего не читал. Вот как бы вот такая вот обычная судьба, просто я должен здесь, я часто об этом говорил, поэтому, в принципе, устаешь, конечно, повторять одно и то же, но на самом деле у вас я в первый раз, поэтому, может быть, ваши читатели как бы не знают этого факта. Я родился в 1959 году. Вот. Но почему я про это говорю? Потому что в 1959 году проводилась всесоюзная перепись населения в СССР. Весь СССР посчитали, это была большая очень такая акция. Вот. И по этой переписи, вот сколько вы думаете, казахов было в Казахстане в 1959 году? Я знаю, что в 1989 было 38% или 39%. Да, в 1959 году было 29% казахов, 29 с копейками, там 26, по-моему, сотых. То есть даже на 1/3 мы не дотягивали. Но если взять такие вот области, как там Шымкентскую или Кызылординскую, где подавляющее большинство населения как бы казахи, то на севере Казахстана это было там, я не знаю, там 3-4%, 5% и так далее. Вот рядом со мной, рядом с нашим городом, значит, был городок такой, Степногорск. Вот. Это был городок, построенный Министерством среднего машиностроения, он подчинялся напрямую Москве. Кстати, значит, за его вот этот вот архитектор и за его планировку и так далее, разработку получили государственную премию, насколько я знаю.
Вот мы туда, это был город первой категории снабжения, московское снабжение называлось. Индийский чай, там, ковры, мебель. Перед 1 сентября ехали туда, одевались там полностью все. Вот. В этом городе не было казахов вообще, по-моему, ни одной семьи. Ну, может быть, одна-две. Вот, ну, я просто, мы, когда приезжали, на нас смотрели как на индейцев. Там, вот, мы приезжали, как бы ходили по магазинам. Потом, когда начало, как бы, вот это вот там немножечко, как бы, какой-то дефицит начал создаваться, потом уже спрашивали паспорт с пропиской, вот, ну, с тем, чтобы отсечь. Вот. Ну, все окрестные аулы вот, приезжали туда и затаривались. Ну, там не было казахов в этом городе. Это в городе не было казахов вообще. Я не знаю, сейчас, конечно, ситуация, я думаю, поменялась. Может быть, там даже ну, не большинство, но, наверное, там процентов 30, может быть, уже или 40 казахов. Ну, не Да. знаю. Кан Иванович, я хотел вот вас добавить, я тоже в Северном Казахстане вырос и в таких же условиях, и вы знаете, когда вот молодые люди, казахскоговорящие в Казахстане, которые выросли там на юге, в Кызылординской области, всю жизнь в казахскоязычной среде, в эпоху интернета, где они могут коммуницировать, они не понимают ситуацию вашу, там, нашу, что когда ты растешь один казах, вокруг только русские, информация только по-русски, и нету интернета, то есть ты в тисках близлежащих библиотек, где все по-русски. Ситуация немножко иная, чем выглядит сейчас, да? Ну, здесь вот я должен сказать, что для меня это тоже вот было открытием, что казахскоязычные ну, практически совсем не представляют вообще истинного положения вещей, вот, насколько это было трудно, больно и обидно и так далее. И, вот, это у меня как бы вот момент истины был, когда я проводил презентацию своего 2-го тома. Вот это бывшая Пушкинская библиотека, сейчас Национальная библиотека, проспект Абая, 14 в Алматы. Вот. И в ней я проводил презентацию 2-го тома «Диалоги», он называется. Там у меня диалоги очень, ну, не такие, как вот основной инструмент изучения языка – это диалоги. А диалоги в учебниках, там, «Сіздің атыңыз кім, менің атым Сакен» или «Алматы үлкен қала ма, я Алматы үлкен қала», вот такого плана. Вот. Я написал диалоги, которые на темы Жизненные. острые темы межнациональных браков, национальный вопрос, Евразес, ну и как бы там на русском, вернее, персонажи говорят на казахском и дается абсолютный эквивалент на русском языке. Вот. В предисловии я написал, что я льщу себя надеждой, что, может быть, это будет первая книга для многих, которую они прочтут на казахском языке. Так вот, значит, я пригласил на эту презентацию ну, русскоязычные сами уже после первой книги моей «Ситуативный казахский», которая в 2012 году вышла, русскоязычные как бы, ну, тянутся ко мне, приходят, у меня есть своя аудитория. Вот. Я пригласил казахскоязычных отдельно. Вот есть такая группа ребят, вот их Сажар Керимбай возглавляет. Они написали уже, по-моему, 6 или 7 книг. Значит, вот Сияр Шарып, Альдивер Паскабиин, может быть, вы слышали. Прекрасные книги. Значит, ну, это библиотека домашнего чтения, ее можно назвать, да? От Баса энциклопедия Седев, Айтадауди. Вот. Я пригласил вот эту группу ребят, они коллективом авторов пишут, всех, значит, на презентацию, и как бы с тем, чтобы они других казахскоязычных привели и так далее. И, значит, в какой-то момент произошел, вот про то, что я говорю, момент истины, вышла член моего клуба, Мамле сейчас, вот, ну, моя читательница, моя уже вот Апке, это Шолпан Алтайбаева, она снималась в фильме «Ангел в Тибете» в роли Ажар. Вот. Она алматинка, у нее отец писатель Алтайбаев, Жусуп Алтайбаев. Вот. И она очень плохо, она кандидат французской филологии, она плохо владеет языком, вот занимается у меня как бы вот в клубе и так далее. Вот она вышла, как раз вот она и говорила с такой болью, что вот ей трудно дается язык, что она вот учит, что, ну, естественно, говорила, что спасибо вот Канату, эта презентация моей книги была, что он как бы вот думает о русскоязычных, написал такие книги, вот, хвалила и так далее. Вот. И после того, как презентация закончилась, я с казахскоязычными, когда в группе остался, ребятами, там кто-то из них, не помню, Мирамбек, по-моему, или Амангельде, там кто-то из ребят, он с таким удивлением искренним говорит: «О, мынау орыс тілдер күйеліп жүр екен ғой, сөйлей алмай.
қалай тілді меңгеріп кететіні, қалай сөйлеп кететіні білмей жүр ғой олар. Оқып жатыр екен ғой, тырысып жатыр, ұялып жүр екен ғой. Біз ойлап жүреміз, біз бұларға қарап, бұлар шекешінен қарап, қазақ тілін менсінбейді, оқығысы да келмейді, бір жағына да қыстырмайды деген сияқты. Для него это было открытие, что русскоязычные казахи просто страдают, что они не могут говорить на казахском, что это для них как бы, ну, такая вот большая проблема, боль и так далее. Вот как недавно мне Мухтар Тинникеев в Фейсбуке написал, что это вот для него такая вот просто жизненная боль, трагедия и так далее. Вот. Они даже об этом не подозревают. Поэтому вот, ну, здесь уже раз я начал рассказывать об этом, возникла у меня вот, значит, вот эта вот мысль продолжать вот это клубы мамле, само слово мамле называют это, компромисс, соглашение, с тем, чтобы казахскоязычные приходили на этот клуб, помогали русскоязычным, которые изучают язык, и в процессе общения вот возникает, ну, личные же контакты и так далее, когда начинаешь понимать человека, ты уже проникаешься его проблемами и так далее, и возникает взаимопонимание, потому что у нас вот сейчас вот этнос разделен на две, на русскоязычных, как вы сказали, и казахскоязычных. Я их в общем, казахскоязычный казах говорить это нонсенс. Поэтому я, ну, со всеми возможными оговорками, вот я в Ротеле там писал статьи, сейчас у них там финансовое положение не очень, вроде они, ну, значит, эту колонку я перестал вести, но вот я ее начал вести, там 22 выпуска, по-моему, написал. Значит, я там вот пишу, что как бы шала, ну, шала это уже как бы почти устоявшаяся, да, шала казах. И книгу-то был даже человек там написал. Шала и, ну, противоположность нағыз, конечно, можно таза, но здесь как бы уже как бы вопрос крови, а вот нағыз қазақтар. Нағыз қазақтарға енді соны түсіндіріп, сол шалаларымыз, олар да қазақ, олар да. Вот я много говорю, но все-таки давайте я сейчас вот еще одну вещь как бы скажу, предваряя ваш следующий вопрос. Я подарил свою книгу Ужасу Сулейменову, ну, передал, а потом мы с ним встретились. Вот. Но это было настолько для меня, это мой кумир, ну, с детства, это, ну, это кумир всего нашего поколения. Я когда его встретил, он же высокий такой, я небольшой ростом, он меня вот так сверху обнял, приезжал прям, ну, это было настолько мне приятно, и он мне подарил свою книгу, значит, прям размашистым своим почерком написал: Анаджан, тебе, который так много делает для казахов, для шала. И он написал здесь, вот, ну, действительно гениальный поэт и филолог, как бы вот только от него я слышал, больше нигде. В Америке, вот он там прямо на книге в своем эпиграфе написал, значит, в дарственной надписи. В Америке он написал: потомков от браков между индейцами и белыми называют чала, представляете? Вот, ну, он написал, вот в Америке, значит, потомков как бы от индейцев и белых называют чала, почти что наши шала. Но наши шала это не метисы, не результат каких-то браков межнациональных, хотя в начале это этимология слова такая была, а это наши казахтар, вот так он написал. Видите, на самом деле, как бы, ну, чтобы уйти от того, что как бы от чистоты крови, это не таза, а нағыз казахтар. Ага, ну да, видите, еще люди, которые молодые, особенно казахскоязычные, те, которые там живут на юге, в среде казахов, они не понимают, что нас еще сплачивает то, что, ну, надо это правду говорить, мы находились под большим давлением бытового национализма со стороны, ну, вот, не казахов, да. Но я не знаю, было ли в ваше время, но в наше время мы говорили там сколько угодно по-русски, но нам все время напоминали, что мы там казахи в негативном смысле. Да? Ну, в советское время. Бытовой национализм вы имеете в виду? Мы наше поколение... Против казахов, да, против казахов был бытовой национализм со стороны, ну, со стороны, там, я не знаю, славян или немцев. Нет, ну это было как бы как-то, в общем-то, такого, ну, были вот обидные слова, которые говорили, ну, мы дрались как бы за это и так далее, но в принципе, конечно, я не, ну, вот сам в это вот время рос, и я, в общем, не сторонник того считать, что, значит, в то время вот мы подвергались, как бы, и сейчас давайте мы, как бы, ответ. Нет, да? нет, конечно, не надо, и там большинство...
я еще одну вещь хочу сказать. Вот вообще в советское время я не считаю, что было Нет, намеренное госполитики не было. Госполитики не было. казахского языка, казахской культуры, этого не было, было наоборот. Было наоборот. Создавалась Академия наук, выпускались книги, Ауэзова переводили там на, не знаю, на сотни языков. Эти все книги огромными тиражами, вот, которые сейчас многие как бы перековались националистов, они как бы вот сейчас кричат об этом, об угнетении, но в то время издавались миллионными тиражами. Вот когда прошел Манал Тайбаева, я сказал, у меня там в клубе, предположим, еще там члены клуба и люди, которые, вот, например, был такой Кондов Шамгитбаев, поэт, его дочь Гаухар. Значит, вот я общаюсь, она за перевод Евгения Онегина на казахский язык, ну, это советское время, я не знаю, какие годы, ему заплатили, по-моему, 50 тысяч рублей, что ли, представляете? Представляете, да, 50 тысяч рублей, когда средняя зарплата 100 рублей была, да? Ну, это Там и труд, 80. ну, это и труд огромный. Это труд огромный. Ну, вы представляете, что сейчас кому-то заплатили за перевод и так далее. Сейчас у нас гонорары, вот сейчас вроде бы Токаев как бы подписал указ, и какие-то будут выплачиваться и так далее. То есть вообще нельзя говорить, что как бы вот это вот угнеталось. Говорят, вот там школы закрыли, там это. Ну, да. Вот моя мысль. Сейчас вот я докончу свою мысль. Моя мысль какая? Это делалось, и вот, ну, бытовой национализм это отдельно, а государственная политика, она была на развитие языков, наций и так далее. Но Коренизация, да, политика коренизации. нет, вы знаете, экономика, мы же, ну, материалисты, мы знаем, как бы, есть и платформы и так далее, потребности. Вот экономика, единый союз, 15 республик разных стран. Если бы грузины не понимали азербайджанцев, а латыши, предположим, казахов там и так далее, ну, какая может быть общая экономика, правильно? Единая экономика, она требует единого языка. Вот, ну, вот эти вот вопросы. Поэтому и русский язык, он как бы вот в силу экономических причин, может быть, не совсем сознательно это было, ну, в Казахстане вот таким образом. Ну, достаточно было сделать одной вещи. В наше время, вот в то время, когда я как бы вот родился, когда учился и так далее, в 1976 году я закончил школу, в 1981 институт, в 1988 защитил кандидатскую. Вот. Все высшее образование, ну, не говоря уже там о кандидатстве и так далее, было только на русском языке. В Республике Казахстан все высшее образование было только на русском языке. Для того, чтобы ребенок, если как бы, ну, отдашь в казахскую школу, ему будет тяжело в институте учиться, трудно поступить, правильно? Адам был сындеп. Поэтому вот, ну, как бы вот одна, например, такая вот причина, и все, вот, а достаточно было ее так вот сделать, и поэтому как бы уже казахи отдавали в русские школы. Это первое. Теперь второе, вот, когда мы говорим, вот, предположим, там, мы любим там примеры там из других, вот, Малайзия как решила там языковой вопрос, Япония вот так, там, учат там с 11 лет только английский и так далее. Любим примеры. Я тоже приведу один пример. Вот Алжир, он был французской колонией. Вот, кстати, вот я говорю, в 88 году я как кандидатскую в Москве защитил, но уже вот в 94-м я уехал во Францию, в 98-м вернулся. Я учился там в докторантуре на французском, естественно, на французском писал докторскую и так далее. Вот. Я встречался, видел этих много людей, значит, прочел вот эту историю. Алжир был почти 100 лет, он был колонией Франции. Вот за это время во Франции, в Алжире, появилось два поколения, вернее, две страты алжирцев, которые полностью перешли на французский. Франкоязычные алжирцы. Франкоязычные, да. Их вот на две страты. Одна, значит, эволюе, это эволюционировавшие, это которые перешли на французский язык и приняли католичество, они полностью переобулись. И вторая группа, которые остались мусульманами, но перешли на французский язык, забыли свой родной арабский. Вот. Когда началась война за освобождение, за независимость Алжира в 50-е годы, ну, она долго длилась и закончилась победой алжирцев и так далее, французы бежали позорно. Вот эти вот обе страты, на чьей стороне они выступали? Ну, на стороне своей крови, это естественно, очевидно. Нет, они выступали на стороне французов. Ага. Пауза, да? Действительно,
на самом деле их погибло около 100 тысяч человек. Алжирцев, которые восприняли вот французский язык, они выступали на стороне французов в этой войне. И Ну, в Украине многие сейчас по-другому. В Украине сейчас и по-другому. вот смотрите, многие из них бежали во Францию вместе, тоже где-то около 100 тысяч бежало во Францию, французы их приняли, естественно, поскольку это их коллаборанты, это их не... Вот. И футболист есть такой, Зинедин Зидан, вы знаете, я думаю. Вот. Он когда первый раз вышел играть за сборную Франции в Париже, арабы, пришедшие на стадион, освистали его, они кричали «Арки». Вот Арки там впереди, H пишется, Харки. Вот. Арки, прочь с поля, ты предатель. Вот. Сын предателя. Потому что его отец как раз эмигрировал в Францию вот во время вот этой войны, когда бежали Арки и Валье вместе с французами. Представляете, какая трагедия? Теперь второе, вот то, что сейчас происходит. Я очень много ездил в Китай. Я видел, как там давали тоже развитие казахскому языку в китайских семьях, предположим. Политика была одна семья, один ребенок. Казахам в городе можно было 2 ребенка иметь. В селе 3 ребенка. Несколько газет, радиопередачи. Я сам встречался с людьми, как бы, телекомитет там был, это языковой в Иле казахском районе, ну, Сизян это там-то игуры, и киргизы и так далее. Вот Иле казахский район это казахский район. Вот. Там был языковой телекомитет, как у нас, предположим, сейчас. Вот. Все, они как бы вот сейчас вот все закрутили гайки, все только китаизация, только китайский язык. В общественных местах на китайском говорить нельзя. Если вы на казахском, если вы говорите на казахском, или вас застали то же самое за чтением там молитвы, или вы читаете жаназу по умершему родственнику, у вас прямая дорога вот в эти контрацепционные. Это плохая политика, это, конечно, ужасная политика. Так поступать. Нет, я к чему это рассказываю. И сейчас вот мои ребята, мои знакомые, которые из Китая, китайские казахи, они говорят, что вот эти вот казахи, которые, у них тоже появилось, как бы, казахи, у них тоже есть название, предположим, как у нас шала, казахи называют их малкау, а по-китайски это минкаохау. Казахи, которые получили образование на китайском языке, которые на казахский так практически начали забывать. Вот, ну, ихние шала, да? И вот сейчас, минуточку, внимания. Вот эти вот шала сейчас, вот минкаухан, да, вот эти малкау в Китае, они сейчас, как в роли, многие из них в роли полицаев, они ходят, указывают, кто читает намаз, кто не пьет арак, кто водку не пьет в аулах у них, да, кто на казахском говорит и так далее. Понимаете? Поэтому, когда, естественно, это не какие-то страшилки или пугалки, я привожу исторические факты. Поэтому язык – это очень важная вещь. Это супер важная вещь. Я думаю, вот эти вот 2 примера, которые я вот назвал, ну вот вы про Украину говорили, это то же самое подтверждение этого. Нет, Поэтому... наоборот, в окопах, украинских окопах, на стороне украинской армии против сепаратистов воюет очень много русскоязычных украинцев. И у нас... Конечно, ну, потому что, видите, ну, здесь уже-то русский язык и украинский, они настолько близки, и как бы, ну, они вообще как бы, поэтому русский язык, и который вот и для нас, да, вот то, что я примеры сказал, это не для того, что русский язык, он уже перестал быть достоянием, предположим, там вот только русских и так далее. Вот, да. Ну, в Казахстане среди русскоязычных казахов на севере большая часть антиимперцев. Среди русскоязычных казахов на севере большая часть антиимперцев. Никто из них не собирается быть коллаборационистом в пользу России, не является проводником. Да, никто их не считал и так далее. Просто, в принципе, я против вот такой постановки вопроса, когда казахи там начинают говорить. Я, например, по-казахски не говорю, я по-казахски не читаю, я культуры не знаю, но я патриот больше, чем, предположим, там Чемкенский или Козлатинский, который знает язык. Это может быть правдой. Нет, это очень, очень неправильная позиция. Очень неправильная позиция. Нужно знать, нужно учить. Мы должны это осознать. Нет, с этим никто не спорит. Если мы по-прежнему будем опираться, нет, вот, предположим, мы будем как бы русскоязычные, но мы патриоты, как бы даже больше, и там мы больше сделаем. Не нужно этого. Не нужно. Мы должны как бы заговорить на своем родном языке. Если, предположим, какой-то русский там забудет русский язык,
Если какая-то русская женщина там выйдет замуж за кого угодно русским, это вот такое, они уже как нация состоялись, это огромная нация, очень крепкая и так далее. Для них это как бы, ну, вообще никакой роли не играет. Или, предположим, когда у нас трехязычие вводят, вот эти вот, не знаю, чем они думают, эти люди, вот. Когда говорят, что, вот, предположим, посмотрите на Сингапур, или, предположим, там, посмотрите на Гонконг, да, в котором как бы на английском языке заговорили, и они добились там экономических успехов и так далее. Они забывают о той вещи, что был я в этом Гонконге, там, предположим, видел вот эти китайцы, которые уже перестали быть китайцами. Они говорят только на английском, там, 70 лет деду, у него там фенечки в ушах, он в смартфоне ковыряется и так далее. Но это уже не китаец, он перешел на английский язык, он, ну, к китайскому языку или китайской этносу, да, нации, вообще, ну, ханьцам, это вообще нет никакой опасности, что какие-то там 150 миллионов там перешли, как бы забыли китайский язык. Потому что есть 1,5-миллиардный Китай. Это огромный материк, которому как бы ничто его не поколеблет. У нас же ситуация другая. Если мы будем, как бы, если казахи мы перейдем на китайский, на английский язык, кто будет на казахском говорить? Да. Нет, Канат Канович, Это вот есть, вот за что я говорю, мы, в принципе, у нас нет другого выхода. Всех русскоязычных казахов, как бы, я пытаюсь чтобы донести, что мы должны говорить на своем. Да, казахском языке, его развивать. Канат Канович, қазіргі таңда көбінесе орыс тілді қазақтар қазақша үйренгісі келеді, бірақ бұл оңай емес. Вот и все. Мне кажется, что все... Just по ислам, большинство казахов, которые вокруг, все из них, я это вижу среди там своих кругов, среди друзей, все, вот 99% все стараются учить и развивать, и я в этом смысле, я считаю, что вектор восходящий, тут паниковать нечего, большинство старается выучить. Хорошо, вы знаете, у меня тогда к вам вопрос, как человеку, который выучил государственный язык после 50 лет, это на самом деле большое достижение, надо признать, это выучить в 5 и выучить в 50 две большие разницы. В 20 веке был такой рассказ «Вавилон-17», фантастический, где там воевали державы, там земляне против пришельцев, да, и внезапно среди землян массовые случаи предательства начали проявляться. И когда провели расследование, в итоге выяснили, что земляне, выучившие язык пришельцев, более продвинутые, у них изменился стиль мышления, они приняли их ценности. И это суть этого рассказа, что язык, на котором ты говоришь, определяет твои когнитивные процессы. После того, как вы выучили то, о чем мы говорим, извините, кто автор и как рассказ называется? Автор называется «Вавилон-17», я точную фамилию автора не помню, но он точно называется «Вавилон-17». Ну, отлично, я найду, это интересно, это да. Вот, я вам скину. То есть, после того, как вы учили казахский, будучи исключительно русскоязычным, выучили там казахский, ваш стиль мышления каким-то образом... Да, конечно, абсолютно. Ну, я об этом писал в Фейсбуке там посты, и люди правильно воспринимали. Ну, и я там написал, что после того, как я как бы больше, ну, я вот стараюсь на самом деле говорить больше на казахском, но практически всегда я говорю на казахском, сейчас вот внуки, только с внуками только, конечно, на казахском, и в семье, WhatsApp только на казахском. Посты пишу, если на русском, ну, комментарии почти всегда на казахском пишу. Значит, я там написал пост, что после того, как я стал таким, ну, может быть, уже не русскоязычным, а казахскоязычным, да, я вот недавно опоздал на поезд. Я люблю, когда вот меня хвалят, там, предположим, да, даже прямо в глаза. Вот. Мечтаю сделать как бы большой такой тост, всех родственников собрать, одарить подарками. Ну, это национальные стереотипы, казахи не все такие. Нет, это, ну, на самом деле, конечно, это стереотипы, но как бы за этими стереотипами же что-то лежит, они же на чем-то основываются. На самом деле это так, как бы вот это вот стремление к более близким родственным отношениям, перевод всех как бы деловых контактов там и так далее вот в плоскость как бы ближе, на сближение, да, потом какая-то вот такая вот философическая, да, такое спокойствие, да, свойственное казахам. Конечно же, более такая
деликатные отношения, вот адамның көңілі, да, адамның көңілін қалдыру, қағбаны қиратқанмен бірдей. Что-то там в глаза, предположим, сказать о недостатках, или это достаточно сейчас, ну, для русскоязычного это как бы более как бы проще, для казахскоязычного. У нас даже русскоязычный казах к таким вещам относится не совсем правильно. Поэтому, конечно, от языка, вот я говорю, это многое зависит. Ну, не многое зависит, а практически все. Вот. Язык определяет границы мышления. Ага. Ну, отношение к жизни, его ценности человека там, и так далее. Это от языка. Если вы думаете по-русски, если вы говорите по-русски в основном, конечно же, у вас русский, ну, как вот говорят, менталитет общий. Нет, ну я думаю, просто ну, выучить язык, ну я тоже на самом деле, да, я там русскоязычный и государственный язык стараюсь развивать, но мне кажется, что можно выучить язык, и мы все выучим. Я не сомневаюсь, что в ближайшие там несколько лет большая часть, подавляющее большинство казахов заговорит по-казахски, да. Но если человек вырос с мышлением на одном языке, перестроить само мышление тотально, мне кажется, это невозможно. Да, то есть если ты инстинктивно до там, 15 лет научился думать на одном языке, ты будешь думать внутри на этом языке, правильно? Конечно, конечно. Ну, здесь это, ну, как бы это такая аксиома, это понятная вещь, что с нами уже как бы вот такая вот вещь, мы уже сформировались, достаточно сложно, уже построенные, как бы вновь перестраивать, конечно, всегда сложнее, чем заново построить и так далее. Конечно, мы сейчас, ну, основное внимание должны обратить на детские сады, школы, контент для детей, все вот воспитывать новое поколение, не метаясь как за какими-то там трехязычиями там и так далее. Мы должны воспитывать вот, ну, опять же, те люди, вот, про которые я говорю, вот, сейчас говорю, вот там в клубе Мамли у меня какие вот возрастные люди, там 70 лет и так далее, мне вот 60, 50 лет, есть 40 лет и так далее. Вот. Ну, нельзя же ждать, пока мы умрем, правильно? Ну, да. И мы должны, как бы, вот я именно вот на этом поле работаю. То есть не для школьников, я туда не лезу, там, в детские сады и так далее, а люди взрослые, русскоязычные, определенным уровнем образования, я знаю, как их научить языку, как сделать так, чтобы они ну, вот, стали как бы более полноценными казахами стали даже, там, без языков. Вот. Ну, вы знаете, некоторые эксперты говорят, что одна из проблем в изучении казахского языка заключается в том, что, вот если говорить математическими терминами, то казахский язык – это квадратичная функция, а русский язык – кубическая функция. В том смысле, что русский язык преобладал по количеству информации в советское время и в 90-е, сейчас по количеству информации в интернете казахский язык там вырос в 4 раза, к примеру, да, но русский язык вырос в 16 раз по объему информации. То есть по росту количества контента на русском языке, несмотря на то, что казахский растет огромным темпом, русский по темпам роста увеличивает рост, да, а у нас все дети сидят в YouTube. Вот проблема в том, я вот вижу проблему в том, что удаленная, когда первая четверть удаленная в школах у нас в Казахстане сейчас, это значит, что все дети дома за компьютером, а значит, они лезут в YouTube. Вы спросите себя, на каком языке они информацию ищут. Не, ну это общеизвестные вещи, ну что здесь, конечно, это проблема. У меня вот самого там, мен айтып отырмын ғой, мен немерелермен тек қана қазақша сөйлесемін. Анау нелерді бағатын қыздарды, оларды өздері орысша сөйлеу бастайды. Иә, қазақ тілдерді алды. Бірақ енді кішкентай немере анау несінде тамағының кашасын беріп жатқанда, ботқасын беріп жатқанда, енді бір өлең қойып қояды, олар я мультфильм қойып қояды. Қарасам, енді сол ана жерден айтып жатады, бір синий трактор едет по полям, бір нәрсе. Неге қоймайсыңдар, қазақшасын неге қоймайсыңдар деп ұрысқан кезде, қазақшасы жоқ біріншіден, екіншіден бар нәрсе сондай құнды емес, бала тыңдағысы келмейді. Анау деген баулап кетеді. Бір бәленбай миллион просмотр бар, сондай. Сондықтан біздің қазақ тілділер, олар кеудесін ұрып, мен деген енді нағыз қазақ, қазақтың нағыз қазағымын деген сияқты ана сүтімен дарыған деп бір нәрсені айтып отырады. Орыс тілдерді сен маңқұрт, сатқынсыңдар деп табалағанша осындай контент жасамай ма?
әрқайсысы өз қолынан келетін нәрсені. Мысалы, мен жаңа анау мәмле клубтарды айтып кеттім, маған жаңа орыс тілдер келеді жаңа қазақ тілін оқу үшін. Бірақ мәмле клубтарды айтып отырмын ғой, бәр жерде жазып жатыр. Менде 9 мыңдай подписчигім бар, 5 мың достарым бар, енді бұл қосқанда 14 мың адам оқиды бір кезде жазды. Қазір жазам ба, қазір 15 мың адам оқиды. Бір газеттің есімімен салыстыруға болады. Көп адам бәрі біледі. Мен мәмле клубқа қазақ тілдерін шақырып отырмын. Келіңіздер. Осындай бізде қазақша үйренем деген қазағымыз бар, орысымыз бар, бәрі келіп жатыр. Соларға көмек беріңіздер. Бірақ қазақ тілдер көп келіп жатқан жоқ. 2-3 жігіт бар, бір Айдос деген жігіт бар, Бақтыбек тағы деген бір жігіт бар, неден Атыраудан нелер. Солар келеді, көмектеседі, бірақ ондай көп емес. Неге келіп көмектеспейді? Әр жерде, мысалы, мен бір мысал айтайын, неден Қарағанды қаласынан бір Елена Нохрина деген кісі хосписте істейді жұмысты. Хоспис деген өлім аузында тұрған адамдар, неге жаман аурумен ауыратындарды, соларды күтеді. Солардың ішінде оралмандар бар дейді, үлкен кісілер, қазақтың кісілері бар дейді, орысша жақсы дұрыс білмейтіндер. Соларды күтетін бір старшая медсестра, медбике. Мен қазақша сөйлеген кезде бір-екі ауыз сөз қосқанда солай жадырап олар қуанады дейді. Сол үшін келіп үйренеді. Біз енді оларға үйретеміз. Осылай, ай бүгін неге түріңіз жақсы екен кешегіден қарағанда, сіз жазып кетесіз Құдай қаласа, сіздің балаңыз сізді сондай жақсы көреді, бәрі тосып отыр сіз жазып шыққаныңызды деп, осылай көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма, тамақ ішіңіз деп, осындай енді біз үйретіп отырамыз оларды. Сондай адамға неге көмектеспеуге? Көрдіңіз ба? Сондықтан біздің бір жағынан қазақ тілдерге соны түсіну керек. Орыс тілді қазақтарды, оларды өздері сияқты қазақ. Оларды кеудеден итеріп, оларды табағаламен ештеңе неге бір нәтиже шықпайды. Оларда қазақ, олардың намысы бар, оларда өр көкірек бәрі. Сондықтан алдап сулап қазақша, оларды баулап, қазақ тіліне шақырып, сөйтіп жұмыс істеуіміз керек. Бір халық болу үшін. Сосын бір халық болу үшін бәріміз бір-бірімізді түсінуіміз керек, бір тілде сөйлеуіміз керек. Қалай болса да, біз орыс тілді шаламен нағыздар жақындасуымыз керек. Бөлінбеген неге төртеу түгел болса, төбедегі келеді, алтау ала болса, ауыздағы кетеді деген сияқты, бөлінгенде бөрі жейді деген сияқты, бәріміз бір халық болуымыз керек. Сол бірлігіміз үшін бір тілде сөйлеуіміз керек, соны түсіну керек. Ал енді оны араздасып, біреуді осылай кемсітіп, бұл нәтижеге жеткізбейді. Тек қана ақылмен, сабырмен, қазақша алдап сулап деген сияқты. Біз енді сондай бір өзімізді дана халық деп есептейміз ғой. Дана халық болсақ, сондай даналықпен жасау керек осы. Мейірмен жасау керек осы жұмысты. Улай, по поводу, вы говорили, что у вас есть позиция по поводу латинского алфавита, о переводе казахского языка на латиницу. Что по этому поводу можете? Это полезно? Ну да, я вам говорил, да, вот предварительно, когда мы договорились об интервью, я сказал, что у меня есть позиция, вот я когда говорил, вот в презентации второго тома, в 2016 году она произошла, да, а в 2014 году второй том я выпустил. Вот. Там у меня есть целая глава, она называется «Переводе на латиницу». Я сам, как вот русскоязычный казах, выучивший казахский язык, я как бы, и изнутри вот вижу, для меня вот совершенно очевидно, что это вот, такое дежурная фраза, что это веление времени, да, это веление времени на кириллице остались там Болгария, Монголия, Россия, естественно, и Казахстан, там, с Киргизией и так далее. Вот, везде уже как бы, вот. Это во-первых. Во-вторых, когда президент, в то время еще наш первый президент был, Назарбаев, он когда сказал, что вот, о переходе на латиницу и об основных принципах. Я написал тоже в Фейсбуке пост, ура, меня наконец президент услышал, потому что это было практически в тех выражениях, которых как бы я всегда пропагандировал, вернее, переход на латиницу. Это, во-первых, прагматичность и с тем, чтобы латиница оставалась в рамках, новый казахский алфавит в рамках существующей клавиатуры, QWERTY.
Да. Это вопрос прагматичности. В первую очередь прагматичность. Ну, сейчас вот время такое, прагматично, в любой точке земного шара, на любом гаджете, в любом лобби как бы отеля вы садитесь за компьютер, любой смартфон покупаете, и сразу вы начинаете писать на казахском, потому что там уже вот эта QWERTY-клавиатура есть, ничего не устанавливая. Понимаете? Сейчас, которые опять вот на латиницу переходят, опять, значит, начинают выдумывать новый казахский алфавит. Это меняют шило на мыло. То есть то, что у нас сейчас есть кириллица, казахская кириллица, но ее же никто не устанавливает. Ну, как никто. В основном не устанавливают, даже там доктора филологических наук казахские или там филологи и так далее пишут вот, русскими буквами. Вот. Я пишу, а вы, раз такой патриот языка, почему вы? Вот у меня iPhone. Ну, там надо как бы какие-то усилия приложить, программку установить, да. На Samsung это уже встроено. То есть вы за чистую латиницу, за чистую 26 Да, букв, конечно, правильно? конечно. Вот первый вариант, он был хороший. Вот где вот диграфы, триграфы. Сочетание, Ну, да? Сочетание букв. да. Но, видите, дело в том, что вот этот вот пример с морковью, вот он, да, сабис, да? Это глупый пример, потому что если все будут говорить казахша, никто не поймет что-то прикола над сабез. Конечно, конечно. Поэтому вот здесь, видите, вот как бы сыграла роль вот это вот социальные сети, да? Они подняли вот такой огромный хайп, и хорошая идея, вот самый первый вариант, он был зарублен. И сейчас начали как бы ставить там какие-то эти апострофы, это вот апострофический вариант, потом какие-то акуты, крючочки, хвостики и так далее. Вот я хотел бы, чтобы мы этого избежали. Потому что сейчас вот, ну, есть же казахская кириллица. Ну, вроде, почему не писать? Ну, не пишут же. Почему? Там пишут, там, Аельдер Куни Хоттувосун на русскими буквами. Да. Я говорю, тогда вы после Аельдер поставьте запятую. Аельдер Куни Хоттувосун. Ну вот. Не Куни, а Куни, понимаете? Ну, вот, или там, предположим, говорит, вот там, мен казах тілінің мәртебесін өсіріп жатырмын. Пишет русскими буквами. А как это будет? Мен казах тілінің мәртебесін өсіріп жатырмын, я не буду говорить, да? Как будет это читаться. Понятно. Понимаете, да? Да. Вот. Или там казахтың сөз, не пишет, пишет сос. А сос, извините меня, это, ну извините, полусөзде, это, а? Я вас поддерживаю. Да, я вас поддерживаю, Канат Галымович. На казахском это венерическое заболевание, если на то пошло. Я вас поддерживаю, Канат Галымович. Если вы там предлагаете, скажите мне, я вас полностью поддержу. Чистая латиница, 26 букв. Через сочетание этих букв звуки отобразить, это самый рациональный вариант. Иначе иначе новая латиница это та же самая кириллица просто и все, просто по-другому. Да, ну можно, конечно, использовать, но уже вот, например, те элементы, которые уже в других, ну, в турецком, например, там есть, да, ну, для того, чтобы или в немецком, который вот действительно держишь долго кнопку на на этом самом, на букве, и появляются там две точки, там, предположим, это будет да, вместо. Да. Это еще можно использовать, которая есть на классической этой самой. Ну, да. избежать нового программного обеспечения и так далее, это вот меняем шило на мыло. На самом деле, вот меня что угнетает, я встречался с людьми, которые сейчас ответственны за перевод на латиницу. Вы знаете, у меня такое впечатление сложилось, что это люди, они не знают ни единого языка, ни английского, ни французского, ни там. Канат Галымович, а как вам такая идея? Люди, которые знают казахский язык, там поэты какие-то, да, ну, извините, поэты, казахи все поэты, да, вот. И сейчас они как бы вот перевод на латиницу, это вот решают люди такие, да. Мне кажется, это вообще, это путь, ведущий в тупик. Мы, знаете, какую латиницу примем? Уже три варианта. Как бы первый подписали, второй с акутами подписали у президента, подставили его, с апострофами, вернее, подписали, с акутами подписали. Теперь как бы уже второй президент вынужден сказать, что да, вот, ну, будет она дорабатываться. Канат Галымович, вот смотрите,
мы знаем, что еще до того, как было презентовано несколько лет назад новая казахская латиница, до того, как было принято решение, казахскоязычная молодежь на своих телефонах с помощью латинских букв переписывалась. Да, каким-то Да. образом они могли казахша это джазу, оху. Скажите тогда, а как вам такая идея, если мы всех казахскоязычных людей, которые знают казахский, однажды призовем на один массовый национальный диктант? Скажем, у вас есть 26 букв на латинице, вот вам 3 текста на казахша на кириллице, перепишите, пожалуйста, на латинице, а потом провести массовый вот этот анализ, как большинство казахов использовало эти буквы. И тот вариант, который будет самый повторяющийся, это тот, который казахам удобен, и просто его принять. Можно же так сделать? Ну, это очень, ну, я не против этой идеи, как бы она достаточно, наверное, сложно осуществима, хотя у нас, вот смотрите, латиница у нас не была принята еще, такая, говорит, еще она будет дорабатываться, а в государственном масштабе проводит общенациональный диктант на латинице. Он и проводился еще, по-моему, позапрошлом году. Да. И сколько денег за это затрачено. И это все как бы, и партия Нур-Отан, все это вот она проводила и так далее. А где логика? Это же как бы, ну, абсолютно, вы меня извините, Нет, давайте просто дадим... Прямо надо говорить идиотизм, да? Поэтому я говорю, то, что вот вы предлагаете, это тоже вот, ну, как бы, ну, это вот просто путь, да? А я считаю, что на самом деле вот это вот в итоге будет вот народная латиница, ну, вот, которые вот переписывались, да, и так далее, она будет все равно, она войдет. И в итоге будет вот этот вот принят вариант, может быть, как вот вы сказали, как бы массовый, как бы такой провести эксперимент, а может быть, как бы она сама вот так вот получится, будет принят какой-то алфавит, потом будет все-таки как бы, ну, писаться не так, и это будет потихоньку заменяться и так далее, и в итоге будет народная латиница, но значит, это будет создано как бы людьми, энтузиастами, да, которые вот, есть ребята, которые занимаются этим, вот они ко мне обращаются, ну, у меня очень много вариантов, мне присылают, почему-то считают меня авторитетом там и так далее, вот. А те люди, которые сидели, которые сейчас возглавляют комиссию и так далее, они ездят в Турцию, там, делиться опытом, в Азербайджан, значит, они летают на совещания, проводят в этот его диктант в масштабах всей страны и так далее. Они будут как бы при своих интересах, то есть они будут при деньгах, латиница будет принята, и все будут довольны. То, что у нас всегда вот делается. То есть энтузиасты работают, вы как бы не сочтите нескромны, вот как я, предположим, ни разу, вот языковой комитет, они даже ни разу меня не пригласили на, предположим, празднование там, Дня языка. Вот. Ни единой грамоты там. Вот, ну, вы меня на интервью пригласили, наверное, как-то вы меня знаете, что как бы, я занимаюсь казахским языком. Вы известны... У меня книга самая продаваемая, да? А комитет языков, предположим, которые есть, они меня знать не хотят вообще. Хотя, ну, я им говорю, ребята, не нужны ваши деньги, вы там делите сами деньги, ну, прямым текстом. Я говорю, ну, вы можете меня хоть, ну, где-то там посоветовать, пригласить, ну, прорекламировать там и так далее. Нет, они чем занимаются, они собирают как бы от одного, я знаю, второго, третьего филолога, дают мои книги на рецензии с тем, чтобы что-то подловить. Ну и люди со мной связаны, что рецензии нормальные дают, потому что видят, что это, ну, 2-3 случая я уже знаю, что, ну, все прекрасно, что это нормально, как бы оригинально, конечно, есть ошибочки, но это нужно, понимаете? Вот. Я просто... Вот такая вот, когда люди, которые вот облачены властью, которым выделяет государство деньги, вот таким образом как бы ведут себя, мне кажется, за это, ну, должен быть спрос. То же самое, как бы за латиницу. Сколько денег уже потрачено, значит, подписали у Назарбаева один вариант с апострофами, когда нельзя ни в поисковике ввести, ни доменное имя сделать с апострофом, да? То есть это же, ну, нонсенс, это идиотизм, да? Ну, извините за грубое выражение. Нет, его как бы дали президенту на подпись. Потом второй вариант. Теперь, как бы, ну, получается, он 2 варианта подписал, оба нету. Теперь следующий президент пришел, второй президент, и он говорит, как бы, вот это будет латиница дорабатываться. Ну, вот эта вот комиссия, которая это разрабатывала, которая давала вот эти варианты на утверждение, они же каким-то образом должны отчитаться за потраченные деньги, предположим, за результат своей работы. Правильно или нет?
Нет, видите, я говорю о том, что когда строители приезжают в деревню и строят дорогу, и там заросла травой, они ее строят не по прямой, а там, где народ вытоптал тропинку, считая, что это самое удобное для народа. И каким-то образом, без научных изысканий, там, где около реки рыбачат рыбаки, именно там самое рыбное место. Также и здесь нам нужен народный алфавит, так, как народу удобно, а не как придумывают. Да, вот народная латиница, я говорю, народная латиница, это вот прагматичность, она в первую очередь вот должна вот роли вот играть, в первую очередь прагматичность. Сейчас время такое. Конечно, что-то мы потеряем, но без жертв не бывает. Естественно, как бы филологи, они стоят на страже, они хотят, чтобы даже самые как бы мельчайшие нюансы, они были сохранены и так далее. Но это, к сожалению, невозможно, надо чем-то жертвовать. Я считаю, что мы должны как бы ради того, чтобы сохранить язык, для того, чтобы он развивался, для того, чтобы его модернизировать, я считаю, что мы должны какие-то все-таки жертвы принести. Канат Галымович, көп рахмет сізге бұл сұхбат үшін. Я надеюсь, Рахмет сізге, енді кішкене қызбалап сөйлегеніме ренжімеңіз, енді мынау тіл мәселесі деген біздің қазақ тілі, халықтың, біздің қазақтың жаны деп айтамыз ғой енді. Сондықтан кішкене қызбалап сөйлейміз осы тіл мәселесіне келгенде. Бұл мәселе емес, мен толықтай түсінемін, өзім қазақша сөйлеуге тырысамын. Рахмет сізге. Рахмет сізге шақырғаныңызға, жақсы сау саламат болыңыздар.